Новый год в своей квартире. Солнечный город. Казань. 222 55 00. Голосование прошло в штатном режиме. Все вопросы, которые требовали нашего реагирования, оперативно рассматривались. Выборы в Госсовет Республики признаны состоявшимися. Явка 70%. 32 тысячи татарстанцев воспользовались новым сервисом «Мобильный избиратель». В республике работали 2811 избирательных участков. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 72,43%. Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации 10,74%. Политическая партия «Справедливая Россия» 3,96%. Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая партия 3,79%. Политическая партия Коммунистическая партия Коммуниста России 3,65%. Партия пенсионеров 2,47%. И Всероссийская политическая партия, партия роста 1,82%. Таким образом, по партсписку в Госсовет проходят две партии – «Единая Россия» и КПРФ. Остальные партии не смогли преодолеть 5% рубеж, но это не означает, что парламент будет двухпартийным. То, что касается результатов предварительных по нашим одномандатным округам, выборы по всем нашим окружным комиссиям состоялись. В 47 из 50 одномандатных округов победили представители «Единой России». В парламент также проходит по одному кандидату от ЛДПР, «Справедливой России» и партии роста. Тем самым в Госсовете нового созыва будут представлены 5 партий. В прошлом созыве было 3. Свои позиции в 2 раза расширит КПРФ. Абсолютное большинство по-прежнему сохранит «Единая Россия». Самыми активными на выборах 2019 года по традиции стали сельские районы. Так явка в Дрожжином 98%, в Ютазах и Апастово 97%. В Казани к урнам пришли 53% избирателей. Для сравнения, это в 2 раза выше явки в Москве. Среди городов республики самые высокие цифры явки в Нижнекамске – 80%. Хочу поблагодарить всех наших коллег, представителей органов власти, предприятия, организации, которые нам оказывали содействие в подготовке к этой избирательной кампании. Действительно была проведена огромная подготовительная работа в период избирательной кампании. И, конечно же, я хочу поблагодарить наших избирателей, которые вчера пришли на избирательные участки. За ходом голосования следили 28 тысяч наблюдателей от партий и общественности. Все представители из наблюдателей с правосовещательного голоса все участвовали при подсчете голосов. Не только при подсчете голосов, они очень активно наблюдали и в день голосования. Мы получили 62 обращения в адрес избирательной комиссии. И все эти обращения они поступили от одной политической партии. По ним, согласно закону, мы должны в этот же день дать пояснение, дать ответы, что было нами сделано. Итоги выборов в Центр избирком республики утвердит на этой неделе. После этого станет известно, сколько депутатских мандатов получит каждая партия, прошедшая в Госсовет. 13 сентября соберется президиум его уходящего состава, где определят дату первой сессии парламента уже нового созыва. Дмитрий Аверинин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань.